В регион с рабочим визитом приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФУ Мурат Зязиков. В прошлом президент Республики Ингушетия. Первый пункт в маршруте – Ивановский интердом. В гостях у ребят Мурат Зязиков впервые. А вот воспитанники и преподаватели в Ингушетии частые гости. Туда они ездили еще во времена его президентства. Первое поступление в интердом ребят из Ингушетии пришлось на 1992 год, когда в республике произошло серьезное наводнение. Именно Ивановский интердом предоставил тогда кров осиротевшим. Сохранить вот этот дом – это очень большая такая задача, и такая задача уже, она будет, я думаю, решена. Обратились и к председателю правительства, и к президенту, чтобы не было никаких веяний, которые сейчас же модно вот у нас там, это что-то там оптимизировать, что-то там, значит, сократить, что-то там сделать, а потом на поверку оказывается, что, может быть, и не надо было просто помочь чуть-чуть. Сейчас в интердоме воспитываются 76 ребят из Ингушетии. У многих родители погибли во время военных конфликтов. Однако, обретя дом в Иванове, ребята никогда не забывают о родине. Они, конечно, переживают за то, что как на родине, на малой их, там, в Ингушетии. Конечно, многих семей я знаю, потому что многие еще в мою бытность президентом переехали сюда, здесь вот учиться приехали сюда. Конечно, они, единственное, что я им сказал, чтобы они учились, чтобы они сдружили с ребятами. Большинство выпускников ингушей получают высшее образование в лучших вузах страны. Освоив ту или иную профессию, они, как правило, возвращаются в Ингушетию. Мне, например, особенно нравилось, когда я учился, например, литература, русская литература и, конечно, русский язык, история, вот такие предметы. Это я у многих поинтересовался, не навязывая свое мнение, что но многим, большинству, сказали, что им более точные науки нравятся. Это как-то было немножко для меня неожиданно. Неожиданной абсолютно для всех собравшихся оказалась импровизация после концерта. Душа пела, а ноги просились в пляс и у взрослых, и у детей. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.